будущего года субъектам Российской Федерации предоставят возможность самостоятельного ввода режима для самозанятых. Данная информация прозвучала из уст руководителя Минэкономразвития Максима Орешкина. Как подчеркнул министр, на данный момент вышеупомянутый налоговый режим обрел собственную нишу. И согласно новым правилам по государству зарегистрировались многие налогоплательщики, пополняющие бюджет на сотни миллионов рублей. Напомним, действие налога на профдоход, реализуемого как эксперимент, стартовало с первого дня нынешнего года. Пилотными субъектами были выбраны Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Предприниматели, которые трудятся в этих регионах и ежемесячно получают доход, не превышающий сумму в 200 тысяч рублей, а также не имеют наемных рабочих, могут закачать на свои мобильные телефоны приложение под названием «Мой налог». Оно позволит бизнесменам оплачивать 4% с прибыли во время работы с физическими лицами, либо 6% с компаниями. Тем временем Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 000 000 рублей. Такой доход получают 11 287 россиян. За 2 года этот показатель вырос на 38%. При этом миллионеры составляют менее 0,1% от общего числа работающих россиян. Согласно статистике, больше всего специалистов с ежемесячными зарплатами более 1 000 000 рублей работают в торговле и в сфере ремонта транспорта. Наименьшая доля зафиксирована среди специалистов сферы водоснабжения и утилизации отходов. Всего 13 человек. Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков микрофинансовых организаций. Это россияне, занятые в бюджетной и финансовой сфере. Причиной хорошей платежной дисциплины является наличие стабильной работы и постоянного заработка у клиентов этих групп. Кроме того, немаловажный фактор является и социальный статус клиента, где наличие просрочки может осудить окружение. Банк России в среду сообщил, что микрофинансовые организации в первом квартале текущего года нарастили выдачи микрозаймов на более чем 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 93 миллиардов рублей. В России появился новый вид туризма. За последние 5 лет спрос на блейжер-путешествия по России вырос более чем на 40%. А вскоре доля таких путешествий может вырасти до 60%. Блейжер-путешествие – это деловая поездка и отдых. Появился такой вид туризма совсем недавно. Отправляющийся в командировку сотрудник по своей инициативе продлевает пребывание в городе, который посетил по работе. Рост популярности этого формата связывают с несколькими факторами, например, большой концентрацией на рынке труда поколения людей, которые родились после 1981 года. Они склонны объединять работу и личную жизнь, а также стремятся к расширению горизонтов и изучению новых мест. Поэтому, как поясняют эксперты агентства, многие зарубежные корпорации, работающие в России, постепенно пересматривают свою travel-политику и внедряют такой формат, как поощрение, который мотивирует сотрудников и позволяет поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Вклад международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока обсудят на выездной сессии Восточного экономического форума, которая пройдет в Якутске с 29 по 30 июля. Участники сессии обсудят кредитование регионов и организаций многосторонними банками развития, рассмотрят проблемы и перспективы реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке с участием международных финансовых организаций. Еще одной темой дискуссии станет создание новых инструментов для привлечения иностранного капитала в проекты на территории макрорегиона. Отметим, что Восточный экономический форум пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке. Якутия станет примером для роста IT-бизнеса в российских регионах. В настоящее время у республики далеко идущие планы по подготовке и наращиванию числа профильных специалистов. Об этом было сказано на межрегиональном совещании «Лидеры цифрового развития в Якутске». Напомним, глава Якутии Айсан Николаев обозначил, что республика должна готовить не сотни, а тысячи специалистов в IT-отрасли. По его словам, курсы по переобучению и обучению людей будут проходить совместно с IT-компаниями в 50 колледжах республики. Вместе с тем, есть понимание, что подготовку будущих специалистов надо начинать с дошкольного и школьного образования. Особое внимание в этом направлении также уделяется Северо-Восточному федеральному университету, чьи специалисты математического профиля достаточно известны в стране. Это были все новости экономики к этому часу.